В Воркуте не на жизнь, а на смерть схлестнули мечи воины северных русских княжеств и ливонские рыцари. Реконструкторы из клуба «Северная земля» и их коллеги из Салехарда воспроизвели Роковорскую битву. Это одно из крупнейших сражений XIII века. Кто одержал победу, в итоге расскажет Евгений Стокас. Стеганые куртки, кольчуги и хатанги, шлемы с бармицами и без, бесчетное количество мечей, копий, топоров и щитов. Райский уголок для любителя средневековья. На доспехах и щитах можно увидеть геральдические лилии. В эпоху крестовых походов они означали 3 рыцарские добродетели – правосудие, сострадание и милосердие. Реконструкторы истории, как и положено увлеченным людям, подходят к своему хобби с большой самоотдачей. Что-то, что можем, делаем сами. Что не можем, кузнецов нет в Воркуте, заказываем это где-то в России, у кузнецов. Все это максимально приближено к реалии. Показать людям, как это было на самом деле. То, что находится в музеях сейчас, откопано, найдено или сохранено. Мы делаем точные копии. Облачиться в, по сути, настоящий воинский доспех не просто даже с помощником. Зато финальный облик бойцов впечатляет. Рядом чувствуешь себя будто на съемочной площадке исторического кино. Тем более, когда рыцари начинают сражаться друг с другом. Давай, красиво! В турнире есть свои правила. Сначала бои 3 на 3. У каждого рыцаря есть свои очки здоровья, то есть количество ударов, которые он может стерпеть. В тяжелой броне можно пропустить больше, но ниже мобильность, а в легкой боец юркий, но быстро гибнет. Сегодняшний бой посвящен битве, которая прошла в феврале 1268 года недалеко от крепости Роковор в современной Эстонии. Битве, про которую знают немногие. Роковорская битва была в 13 веке. Между, опять же, Русью и Европой там постоянная возня была. И Роковорская битва, она достаточно крупная была. Вот она, чтобы вы понимали, крупнее была Ледового побоища. Но про нее нигде так ни в литературе, ни в истории не сильно-то она известна. Ну, по крайней мере, в непрофессиональных кругах историков. Бьются русичи против немцев во дворе Горно-экономического колледжа. Его воспитанники и стали основными зрителями. Как минимум, Роковорскую битву они теперь точно не забудут. После командных боев приходит пора дуэлей. Серьезная проверка мастерства фехтовальщиков. Для современной молодежи все, любой движ, это очень интересно. Вполне вероятно, что они, возможно, привыкли к компьютерным играм. Они рубятся как рыцари именно на экранах своих мониторов, а здесь они вживую посмотрели вот это вот интересное действо. После сечи по средневековой традиции бойцов ждал общий праздничный пир. Потому что, в отличие от настоящей битвы, в Воркуте обошлось без жертв. На пиру тоже все аутентично. Посуда глиняная и деревянная, на столах напитки и блюда по рецептам тех времен. И правда, как можно отправиться в другую эпоху и там хотя бы не перекусить? Евгений Стокас, Кирилл Нифонтов, Юрген, Воркута.